Таджикистан, безусловный лидер Центральной Азии по производству бетона, прямо в черте Душанбе хотят построить еще один вредный для здоровья цементный завод. Жители против, экологи против, власти за. Я думаю, что это, конечно же, приносит вред городу Душанбе, что они будут строить здесь именно. Президент Кыргызстана заявил об успехах в деле цифровизации страны. На самом деле достижения более чем скромные. Как только эта система заработает, то люди, возможно, боятся, что они потеряют свои работы. Они боятся, что люди перестанут приходить и платить там по 50 сом за какую-то маленькую справку. В Бишкеке открылся особенный салон красоты. Он открыт для всех, но работают в нем женщины с ограниченными возможностями. Я оптимистка. Моя депрессия длится максимум 1 день. Ну и самое главное, я люблю трудиться. Если ничего не делать, можно сойти с ума. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о строительстве еще одного цементного завода в столице страны. Более того, одно из самых грязных производств в мире освободили от уплаты налогов на 5 лет. Несмотря на вред экологии, цементное производство в Таджикистане развивается очень активно. Сейчас в стране производит цемента в 10 раз больше, чем 5 лет назад. В Таджикистане действует 18 заводов общей производственной мощностью в 5 миллионов тонн. Внутренний рынок перенасыщен, и новые предприятия будут работать на экспорт. Анушер Нарипов продолжит. Жители Душанбе выступают за развитие промышленности, за создание новых рабочих мест и хотят роста экономики страны. Люди только не понимают, почему новый цементный завод обязательно строить именно в черте города, где с экологией и так все непросто. Пылевые бури, старый цементный завод, ТЭЦ, работающая на угле, десятки тысяч автомобилей и так сильно загрязняют воздух Душанбе. С одной стороны, конечно, хорошо, когда мы обеспечиваем работой наших граждан, но с другой стороны, мы тем самым засоряем экологию, дышать становится труднее. Конечно же, лучше, когда эти заводы делают вдали от города, вдали от населенных мест. Ну, конечно, если бы завод был подальше от города, было бы лучше. Потому что это загрязнение окружающей среды, и для все выбросы, все население, всем это дышит, всем эти... Я думаю, что это, конечно же, приносит вред городу Душанбе, что они будут строить здесь именно. И как говорится, международная практика есть, то есть нам не нужно ничего придумывать заново. В принципе, можно найти какой-то, как говорится, компромисс, который будет полезен и для нашей экономики, и не будет очень сильно вредить нашему здоровью. Депутаты Нижней палаты таджикского парламента проголосовали за строительство завода единогласно. Индустриализация страны сегодня главная цель, и для ее достижения нужно идти на определенные жертвы. Проблемой вреда экологии заинтересовался только председатель Нижней палаты парламента. Конечно же, столицу нашу необходимо беречь, поэтому работать все должно, не принося вреда экологии. Думать надо о завтрашнем дне. Инвесторы обещали парламентариям, что завод построят по новейшим технологиям и вред окружающей среде будет нанесен минимальный. Цементное производство будет работать на китайском оборудовании, как и подавляющее большинство новых предприятий в стране. Несмотря на угрозу технологической зависимости от Китая, в Таджикистане предпочитают брать технику именно там. Китайское оборудование всегда дешевле более качественных аналогов других производителей. Технологию мы полностью завозим из Китая. По их стандартам оборудование позволит очищать до 99,3 промышленных выбросов. Новая технология позволяет проводить очистку поэтапно, шаг за шагом, и заново их использовать в производстве. Вредные производства во многих странах облагаются дополнительными налогами, но депутаты таджикского парламента решили поступить иначе. Освободили будущий цемзавод от уплаты пошлин на 5 лет. Хотя экономисты Таджикистана уже давно говорят о вреде налоговых привилегий для одних за счет других предпринимателей. Согласно соглашению с инвестором, предприятие будет освобождено от налога на прибыль, социального налога с иностранных граждан, соцналогов с резидентов сроком на 5 лет. На такой же срок будут отменены все таможенные пошлины и сборы на ввоз оборудования в государство. Мы просим депутатов парламента всемерно поддержать и проголосовать за это начинание. С экономической точки зрения выбор места строительства завода оправдан и не случайен, говорят эксперты. Новый завод построят рядом со старым, где есть вся инфраструктура для вывоза готовой продукции. Но старый обязательно нужно закрыть, считают специалисты. Надо снести старый завод. Он и без того старый, очень старый. И все дело в том, что вот этот старый цемзавод, он связан железной дорогой с Узбекистаном, а мы
в основном поставляем цемент Узбекистану. Узбекистан не может производить цемент высшего качества, скажем, там марки 500-600, из-за того, что у него нет такого сырья. Цементное производство признано одним из самых грязных в мире. Заводы выбрасывают в атмосферу более 2 десятков вредных веществ. Тяжелые металлы, окиси углерода, серу, азот и многое другое. Но в Таджикистане это самая развивающаяся отрасль промышленности. Страна – основной производитель цемента в регионе и в прошлом году поставила почти 1,5 миллиона тонн соседям. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Сегодня из спецприемника Алматы освободили последнего активиста, которого задержали в конце сентября. Тогда по всему Казахстану полиция привлекла к административной ответственности 68 человек. Большинство из них вменили участие в несанкционированном митинге в поддержку антикитайских протестов в Жанаозене. Остальные понесли наказание за одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Сегодня правозащитники и активисты утверждают, что подобные задержания вполне еще могут повториться в ближайшем будущем. Шолпан Оразбекова продолжит. Андрея Походного освободили после ареста. Он относится к той малой части активистов, которая вообще не участвовала в антикитайском митинге, но проводила одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. За плакат с надписью «Свободу Джакишеву». Суд присудил ему 15 суток. Мы вообще ждали ночью, говорили в 22:00 вас. Ну вот почему-то они сказали, что машину отнесите. Постановление якобы подписано, хотя времени там не было. Законы не работают, судебная система тоже не работает. Арестованных освободили из спецприемника неожиданно, на несколько часов раньше, чем обещали родным. Позже сами активисты пояснили, что делается это все во избежание ажиотажа со стороны журналистов, блогеров и коллег-активистов. Так же было и с другими участниками акций. Дело вышло! Всего по Казахстану были задержаны 68 человек. Большая часть из них – участники митингов в поддержку антикитайских протестов в Жанаозене, которые прошли 4 сентября. Другие провели одиночные пикеты в поддержку политзаключенных 10 сентября. Но задержали всех их перед другим митингом 21 сентября. Его анонсировал опальный политик Мухтар Аблязов. И активисты и правозащитники уверены, подобные задержания могут еще повториться перед другими митингами. Потому что это связано с приглашением именно Мухтара Аблязова. Если бы это было в другой день, и если было это другой повод и другое лицо приглашало, то правоохранительные органы не задержали бы, потому что у них идет отсылка как раз к этой 405 статье, и что все, кто имеет отношение к ДВК, они будут, кто выйдут, они будут задерживаться. Представители коалиции гражданских инициатив намерены и дальше отстаивать свои права, а также доказывать, что задержания были незаконными. Планы свои, правда, пока не озвучивают. Под эгидой коалиции мы будем собирать всех, кто так или иначе был подвергнут этим гонениям. И потом на следующей неделе нами вместе с ними уже будет даваться пресс-конференция, где все это будет озвучиваться, дальнейшие действия. Гражданские активисты продолжают придерживаться мнения, что эти задержания и аресты все же были незаконными. На самом митинге или пикетах к их участникам у полиции претензий не было. В организации несанкционированного митинга их обвинили только спустя 2 недели. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. В рядах общественного объединения «Атажурт» Еркляри, который недавно прошло регистрацию, похоже, произошел раскол. Часть активистов обвиняют другую в возможной лояльности Китая, тогда как другая считает высказывания безосновательными. Организация существует с 2017 года и известна тем, что поднимала проблемы притеснения этнических меньшинств, в том числе казахов. В Синьцзяне рассказывала о существующих там лагерях политического перевоспитания, рассказывает Айнур Алимова. Организация «Атажурт Еркляри» работает с 2017 года. За это время ее участники собрали более 3000 заявлений от людей, которые жаловались на притеснение их родственников в Китае и принудительную отправку этнических меньшинств, в том числе казахов, в лагеря политического перевоспитания в Синьцзяне. Собранную информацию объединение передавало международным организациям. Недавно общественное объединение прошло государственную регистрацию. До этого Департамент юстиции трижды возвращал организации документы. Теперь группа волонтеров заявила, что зарегистрированное объединение отстранило их от работы. Отстраненные открыли свой офис и начали самостоятельную работу. Бекзат Максудханулы со скепсисом относится к тем, кто провел Атажурт через регистрацию. Информацию о преступлениях Китая нужно открыто говорить. Мы никогда не должны этого скрывать. Даже если мы будем скрывать, мир все равно знает об этом. Мы должны своевременно рассказывать о происходящем, а отделившиеся более лояльны к политике Китая.
Активисты Атажурт Еріктілері, которые зарегистрировали объединение, считают обвинения в лояльности кому-либо необоснованными. Сейчас группа волонтеров собирается через суд добиться восстановления контроля над сайтом Атажурта, электронной почты и аккаунтами в соцсетях. Они считают ложной информацию, которую распространяют в YouTube об Атажурте, и винят в расколе бывшего лидера Серикжана Билаша. Он привел парня по имени Бекзат, в доме которого он жил, пока находился под домашним арестом в столице, и сказал, что сделает его руководителем Атажурт Еріктілері. Атажурт — организация, которая состоит из волонтеров. Это не частная компания Серикжана. Здесь работал не только Серикжан. Не покладая рук на протяжении 3 лет, здесь работало много казахских девушек и парней. Бывший глава организации Серикжан Билаш в комментарии Азаттыку назвал Ербола Даулетбека самоназначенным руководителем. Билаш, которому после обвинения в возбуждении розни запретили руководить общественным объединением, дал понять, что поддерживает Бекзата Максутхана. Они сами себя выбрали. Бекзата Максутхана поддерживают 99% ребят Атажурта, за исключением 2 человек. В организации ранее говорили, что после ареста и осуждения Билаша число людей, которые приходят в Атажурт Еріктілері, пошло на убыль. В августе Билаш подписал соглашение о признании вины. Его приговорили к штрафу. Организации Атажурт Еріктілері многие воспринимали в качестве окна в закрытый Синьцзянь. США и страны Запада считают проводимую на северо-западе Китая политику попыткой Пекина стереть идентичность этнических меньшинств. Китай отвергает подобные заявления. Кыргызское бюро «Радио Свобода» Азаттык просит Генпрокуратуру и МВД перевести дело о нападении на своего оператора Айбека Кулчуманова из города Ош в Бишкек. В своем заявлении Азаттык выражает обеспокоенность возможным давлением на правоохранительные органы в Аше заинтересованными сторонами. И это может оказать влияние на ход досудебного производства. Я напомню, оператор Айбек Кулчуманов занимался съемками продолжения расследования о бывшем таможеннике Кыргызстана Раимбеке Матраимове. Ранее Азаттык в своих материалах говорил о том, что Матраимов может быть причастен к выводу из страны $700 миллионов. К Кулчуманову подошли молодые люди, ударили его и отобрали всю аппаратуру, телефон, документы и ключи от автомобиля. Стоимость украденной техники составляет примерно $22,5 тысячи. Врачи назначили оператору лечение. На основании его заявления в УВД города Ош зарегистрированы материалы по статье «Грабеж в особо крупном размере». При этом напавшие тоже написали заявление в милицию о вторжении в частную собственность. Кроме того, один из жителей заявил, что на голову ему упал дрон, которым управлял оператор, из-за чего он получил травмы. Брат Раима Матраимова, депутат парламента Искендер Матраимов, отверг факт применения силы против Кулчуманова. Президент Кыргызстана сегодня похвалился достижениями страны в сфере цифровых технологий. Так, например, Сооронбай Жээнбеков отметил, что из-за установки камер на дорогах Бишкека и Аша снизилась аварийность. Эксперты с этим аргументом согласны, однако исполнение большей части проектов по цифровизации страны, по их мнению, срывается. Джибек Бигалиева продолжит. Перед приездом президента на самодельного робота не только кыргызский колпак надели, но и написали специальную для него программу, чтобы он смог поздороваться с Сооронбаем Жээнбековым. Потом школьники с курсов робототехники показывали более простые работы. Эта выставка, пожалуй, была самой зрелищной частью конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии». Все остальное время участники слушали различных спикеров. О том, что прошлый год в Кыргызстане назвали годом цифровизации, рассказал сам президент. Уже есть первые результаты в деле цифровизации государства. Через межведомственную электронную систему Тундук начался процесс обмена информацией между государственными органами. Начат процесс предоставления некоторых государственных услуг в цифровом формате. Активно внедряется проект «Безопасный город». В 2 раза снизилось количество ДТП на автодорогах республики. То, что после установки камер на дорогах водители стали нарушать правила меньше, признают и депутаты парламента. С тех пор, как заработал проект «Безопасный город», Улукбек Ормонов заплатил штраф 4 раза. О том, что ему их выписывают, Ормонов узнает из специального приложения. Но все блага цифровизации лично для него на этом заканчиваются. В районах это не полностью ощутили. Например, «Безопасный город» работает только в городах. Что касается цифровизации госуслуг, то мне кажется, что в этом направлении еще надо работать и работать. Понимаете, в некоторых районах даже интернета нет. И даже более того, не во всех школах есть компьютеры. Тем более не все люди владеют интернет-грамотностью. Слово «цифровизация», которое в этом году упоминается кыргызскими чиновниками, наверное, чаще всего означает не только реализацию безопасного города или сведение к минимуму контакта людей с госслужащими. Цифровизация – это огромная комплексная программа, которая касается почти всех сфер. Большая часть – это, например, социальные какие-то экономические вещи, то есть создание условий для бизнеса, чтобы для них облегчить условия работы или открыть новые рынки. Это другой аспект цифровизации.
Третий аспект – это, например, социальные вещи. То есть, чтобы жители в регионах имели такую же возможность получать качественное медицинское обслуживание и качественное образование. Однако ничего из этого обычные кыргызстанцы пока на себе не почувствовали. Сейчас власти пытаются внедрить самые простые этапы своей программы. Например, электронный оборот документов между ведомствами, который все никак не заработает в полную силу. Потому что как только эта система заработает, то люди, возможно, боятся, что они потеряют свои работы. Они боятся, что люди перестанут приходить и платить там по 50 сом за какую-то маленькую справку. Но на самом деле это очень облегчит жизнь как и гражданам, так и самим госслужащим. А пока иностранным гостям на цифровых форумах показывают разработки школьников. Похвастать серьезными диджитал-достижениями Кыргызстан, видимо, еще не скоро сможет. Чебек Багалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. В Бишкеке открылся особенный салон красоты. Он открыт для всех, но работают в нем женщины с ограниченными возможностями. Я оптимистка. Моя депрессия длится максимум 1 день. Ну и самое главное, я люблю трудиться. Если ничего не делать, можно сойти с ума. Мы продолжаем нашу программу. В Афганистане разгорается скандал, связанный с прошедшими 28 сентября выборами президента. Ряд наблюдателей выявили странную нестыковку в данных об участии избирателей в регионах. Например, независимая избирательная комиссия сообщила, что в Бамиане, в провинции, которая считается наиболее спокойной в Афганистане, проголосовало вдвое меньше избирателей, чем в Пактии, которая и по территории меньше Бамиана, и где уровень активности боевиков выше во много раз. Наблюдатели заявляют, что это прямое доказательство подтасовок со стороны избиркома. Я напомню, что 4-е по счету президентские выборы прошли с наименьшей явкой избирателей. Причиной тому стали угрозы движения «Талибан». Боевики призвали население не участвовать в голосовании и пригрозили терактами. Вопреки этому на избирательные участки пришли чуть более 2 миллионов афганцев из 9 миллионов человек, имеющих право голоса. Среди них был также герой нашего сюжета, которому после выборов в 2014 году талибы отрубили 2 пальца. Только за то, что он участвовал в выборах. Вот его история. Через день или 2 после выборов я хотел поехать в Кабул для того, чтобы поступить на подготовительные курсы в колледж. Отец меня отговаривал, сказал, что талибы иногда устраивают проверки на шоссе Карабах-Газни. Я уверил отца, что даже если так, им нет дела до избирателей. Отец согласился и отпустил меня. Уже в пути мы увидели, что талибы перекрыли трассу у рынка Карабах. Меня и 2 других моих попутчиков задержали и отвезли в неизвестное место. Продержали нас в темном помещении до следующего дня. Утром нас по отдельности завели в мечеть к седоволосому старику. Поставили на колени, и он спросил меня, за кого я голосовал. Я ответил, что за Ашрафа Гани. На это старик заявил, а раз так, пусть Ашраф Гани придет и спасет тебя. После этого без какого-либо обезболивающего они отрезали мне указательный палец правой руки. Там отчетливо была видна краска и безымянный палец, на котором остался след от капли краски. Они сказали, что если бы краска была бы на твоем носу, то его бы они тоже отрубили. Когда отрезали первый палец, я потерял сознание, а когда пришел в себя, то оказался в каком-то пустынном месте. До сих пор моя семья скрывала эту историю, боясь мести талибов. В этом году я участвовал в голосовании только по одной причине. Мое неучастие в выборах означает победу талибов надо мной и над теми жертвами, которые пострадали от их рук так же, как и я. Если бы я не пошел к урне для голосования, талибы почувствовали бы себя победителями. Ашхабадская полиция активизировала рейды по задержанию женщин, занимающихся проституцией. Как сообщают корреспонденты Азатлыка, со ссылкой на источники в полиции и судебных инстанциях Ашхабада, в последнее время было задержано более 100 женщин. Их всех судили, а позже оштрафовали. Причем сумма штрафа зависит от наличия или отсутствия венерических заболеваний, говорят источники во властных структурах. Источник Азатлыка также отмечает, что задержанных за предоставление незаконных сексуальных услуг гражданок отпускают, однако им запрещена смена места жительства. Их ставят на учет и обязывают систематически отмечаться в районном отделении полиции. Как сообщает независимое издание Turkmen.news, сотрудники ашхабадской полиции сами контролируют сферу интим-услуг в столице Туркменистана. По данным издания, туркменские оперативники имеют планшеты, в которые закачана полная база данных работников сферы интим-услуг. Речь идет как о женщинах, так и о мужчинах.
Красота без границ. В Бишкеке открылся особенный салон красоты. Открыт он для всех, но работают в нем женщины с ограниченными возможностями. Джибек Бегалиева побывала в нем одной из первых. На этот салон красоты случайно не наткнуться, и даже по карте найти его непросто. Так что на рекламу теперь вся надежда. Клиенты выбирают те салоны, которые хорошо рекламируют. Нам нужны красивые баннеры. Например, у Колы очень агрессивная реклама. Нам тоже нужно придерживаться такой рекламной политики. Люди всегда будут держать в уме это место. Мы, в принципе, и раньше зарабатывали деньги. Работали на дому. Могли себе купить еду, пойти куда-то на эти деньги, но иметь свой угол намного приятнее. Это один из 1000 салонов красоты в Кыргызстане. Здесь также наращивают ногти, ресницы и делают макияж. Вот только работает в заведении девушки с ограниченными возможностями. Но до тех пор, пока Роза не выйдет из-за стола, клиенты об этом не догадываются. У нас, как и в других салонах, клиентки любят рассказывать о своих проблемах. Кто с парнем поругается, у кого еще какие-то неприятности. Но у меня никогда не было депрессии. Когда 19 лет назад меня сбила машина, и я перестала ходить, мама смогла меня вытащить. Она не дала мне затасковать, научила рукоделию. Я оптимистка. Моя депрессия длится максимум 1 день. Ну и самое главное, я люблю трудиться. Если ничего не делать, можно сойти с ума. Даже если человек хромает или ездит на коляске, ему нельзя сидеть сложа руки. До того, как научиться макияжу и маникюру, Роза вязала спицами. Вязала 15 лет, до тех пор, пока не начали отниматься пальцы. Новая работа ей нравится намного больше прежней. В салоне красоты она работает вместе с Джилдыз. Она тоже недавно выучилась на универсального мастера. Просто из-за того, что я начала этим заниматься относительно недавно, я немного дольше других мастеров наращиваю ресницы. Я делаю это аккуратно, качественно, но медленнее. Но я думаю, что скорость – это дело времени. У Джилдыз почти перестали работать почки. У нее 5-я, последняя стадия гломерулонефрита. Через день девушка ходит на гемодиализ – процедуру по искусственному очищению крови. Клиенты приходят после работы, я остаюсь допоздна. Иногда даже не беру в руки телефон, мне бывает просто некогда. На следующий день после наращивания я обязательно звоню девочкам и спрашиваю, как они себя чувствуют, не покраснели ли у них глаза. И мне так приятно, когда они довольны. Я заболела сразу после университета и толком не работала. А сейчас так приятно чувствовать себя нужной, чувствовать себя профессионалом. В основном к ним ходят знакомые. Люди с улицы в подвал почти не заглядывают. Но даже такой салон, без гламурных зеркал с подсветкой и профессионального оборудования, им кажется очень крутым, потому что для обеих это сбывшаяся мечта. Теперь они работают, чтобы сделать то, чего они хотят больше всего на свете. Моя главная мечта – пересадка почки. Я сейчас собираю на это средства. Я уже несколько лет хочу поехать на операцию. Я мечтаю пересадить почку и перестать ходить на гемодиализ. Я засыпаю с этой мыслью и просыпаюсь каждый день. Ну и как все девушки, хочу выйти замуж и иметь хотя бы одного ребенка. Я прошла по квоте государства на пересадку почки. Мне нужно $15 000. За несколько лет $1000 я уже собрала. Теперь те, кто помог открыть салон красоты, обещают сделать в помещении пандусы. Иначе каждое утро и вечер девушек превращаются в мучение. Джилдыз бежит искать добровольцев, чтобы помочь подняться или спуститься коллеге. Роза ждет ее, а потом, крепко стиснув ручки кресла, держится, чтобы добраться до улицы, где надо преодолеть новые барьеры, чтобы завтра снова прийти на работу. Джибек Бегалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Одна из величайших танцовщиц мира. Поприветствуйте ее. Это в какой-то мере дар балерины, который всегда с тобой. Малышка, когда-то ты станешь великой персоной. Я продолжала работать над чем-то, что рождалось внутри меня, что не могло умереть.